Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха. И мы с вами разбираем одно из величайших поклонений в исламе. Это дуа, это обращение к Аллаху, взывание к Нему и спрашивание у Него помощи. И один из правил дуа, этикетов дуа, ихфауху, то есть когда мусульманин обращается к Аллаху, желательно, чтобы он скрывал это, то есть делал это тайно, не вслух. И мы с вами приводили как основу хадис, кроме еще аята суратуль Аграф, 55 аят, где Всевышний говорит: «Взывайте к вашему Господу смиренно и в тайне». Мы с вами приводили хадис, когда этот хадис в сборниках имама Бухари и Муслима от Абу Муса аль-Аш'ари, когда люди взывали к Аллаху, делали дуа, они начали повышать голос. То есть они начали кричать, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О люди, понижайте свой голос». Понижайте, то есть не надо повышать голос. «Фаиннакум ля тадауна асамма ва ля гаиба». Воистину, вы не взываете к глухому и отсутствующему. То есть Аллах, Он рядом, Аллах близок, Аллах все слышит, всеслышащий. «Инна аллади тад'унаху сами'ун кариб». Воистину, тот, кому вы взываете, сами'ун, он всеслышащий. Ас-сами' это одно из имен Всевышнего Аллаха. И карибун, Аллах близок. Аллах близок своей милостью, своим знанием, своей заботой. Поэтому сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, учит нас взывать к Аллаху в тайне. И это ближе к сунне, ближе к Аллаху, потому что человек, который взывает к Нему в тайне, он прекрасно понимает, прекрасно знает, что Аллах его слышит, видит, и Аллах близок к нему. И поэтому ему незачем поднимать голос. Сегодня поговорим тоже об одной теме, важной теме, касающейся дуа. Это один из этикетов дуа, правил дуа, это ат-тавассуль. Тавассуль. Ну, многие, наверное, из братьев слышали это слово тавассуль, да, хотя это слово некоторые понимают по-своему. Но слово тавассуль, вассаля, ювассилю, то есть это путь достижения, это путь приближения к Аллаху субханаху ва тааля. И, несомненно, тавассуль в дуа является сунной, является великим правилом во время дуа. И, несомненно, тавассуль, он должен быть в таком виде, в котором любит Всевышний Аллах, и в которым он доволен. И только тот тавассуль, которому призывает книга Всевышнего Аллаха и сунна его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, только этот тавассуль может на самом деле приблизить раба к его Господу, и только этот тавассуль принимается. Что касается тавассуля, Всевышний в суре Аль-Маида, Трапеза, в 35-м аяте обращается к нам, к верующим, и говорит: «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали, иттакуллах, то есть будьте богобоязненными. Ну, мы так переводим слово таква, да, но на самом деле таква — это некая преграда, это некий забор, который устанавливает раб, человек, между собой и тем, чего он опасается со стороны Всевышнего Аллаха. Потому что Аллах, Он милостивый, Он справедливый, но Он может и наказать нас
может он разгневаться на нас. Поэтому мы устанавливаем забор между нами и между гневом Всевышнего Аллаха, между наказанием. И этот забор, в первую очередь, что? Это выполнение его приказов и остерегание его запретов. И вот этот забор, это называется таква. Таква, то есть это можно даже сказать, остерегайтесь наказания Аллаха, можно так перевести. Хотя во многих переводах идет просто бойтесь Аллаха. Но на самом деле слово боязнь, страх не передает смысл слова таква. Поэтому будьте богобоязненными, то есть остерегайтесь запретов Всевышнего, границ Всевышнего Аллаха. «Вабтагу илейхи василя» и ищите илейхи к нему аль-василя, путь к нему. Ищите к нему близости, пути приближения, ищите пути приближения к нему. Сура Маида, 35 аят. И вот это аль-василя, путь приближения, это есть курба, близость к Аллаху. Близость к Аллаху. И, несомненно, путь приближения к Аллаху, близость к Нему и снискание Его довольства, все это может быть только теми делами и только через те пути, которые Он нас научил, и которые Он узаконил через свою книгу и через сунну своего пророка, саллаллаху алейхи. И, несомненно, человек не имеет права и не может, основываясь на свою страсть, на свои прихоти, на свои, может быть, там умозаключения, на свой жизненный опыт, самостоятельно искать пути приближения к Аллаху. Я помню еще в 90-х годах одного имама, когда еще только на намаз вставал, почему-то эти слова мне запомнились. Я помню, как он говорил, что вот именно нужно приближаться к Аллаху теми путями, которыми Он нас научил. И никто не может 5 раз в день подняться на гору, скатиться и говорить: я приближаюсь к Аллаху. Так ведь? Это не есть религия уже. Это есть прихоть. Поэтому тавассуль, он, несомненно, должен основываться на книгу Всевышнего Аллаха и сунну его пророка. И только этот тавассуль, он может приблизить на самом деле нас к Всевышнему Аллаху. Поэтому те, которые ищут приближение к Аллаху в тех делах и в тех путях, которым не указывает книга Аллаха и сунна его пророка, саллаллаху алейхи, как бы они ни думали, что эти дела и эти пути приближают их к Аллаху, от этого они не станут ближе к Нему. А наоборот, они могут погрузиться в величайшие грехи. Как, например, те же арабы, курайшиты, которые поклонялись своим истуканам, ложным божествам, когда у них спрашивали, хотя они все верили в Аллаха, когда у них спрашиваешь, а кто создал небеса и землю? «Валяин саальтум ман халака самавати валь ард». А если вы спросите у них, кто создал небеса и землю, ля якулюнна Аллах, они непременно скажут: Аллах. Кто вас создал? Аллах. Кто вам дает дождь с небес? Аллах. Кто оживляет и кто умерщвляет? Аллах. Но они поклонялись кому-то другому. И когда у них спрашивали, а почему вы поклоняетесь этим своим истуканам, изваяниям, ложным идолам, они говорили: мы поклоняемся им только потому, что они приближают нас к кому? К Аллаху. Так ведь? То есть это был их тавассуль, но это был ложный тавассуль. Это не то, к чему призывал пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это не то, к чему призывает книга Всевышнего Аллаха. Поэтому тавассуль, люди сами не могут собраться где-то на вечеринке, на совещании и решить: давайте мы будем вот так приближаться к Всевышнему Аллаху и искать пути к близости к Нему. Поэтому это очень важно. Давайте рассмотрим, вот сколько у нас будет времени, иншаллах, несколько примеров того тавассуля, который на самом деле приближает нас к Аллаху. И вот все эти виды, о чем мы будем говорить,
Все это мы, субханаллах, должны использовать во время дуа. Если мы хотим, чтобы наши дуа были услышаны Аллахом и приняты, и если мы хотим получить ответ за наши дуа, мы можем использовать вот эти примеры, эти пути, иншаллах, которым призывает нас книга Аллаха и сунна его пророка. Первое – это тавассуль, то есть приближение к Аллаху, би асмаихил хусна, приближение к Аллаху, используя его прекраснейшие имена, на которые указывает книга Всевышнего Аллаха и сунна его пророка. Потому что мы с вами уверовали в прекрасные имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Да? Те имена, которые мы знаем, которых ученые собрали для нас с разных аятов, хадисов, это 99, так ведь? Но это не все имена. Потому что есть дуа пророка, который указывает на то, что есть огромное количество имен Всевышнего Аллаха, которые Аллах скрыл от нас. Поэтому, но сунна учит нас обращаться к Аллаху даже через те имена, которых мы не знаем. Ну, об этом, если время останется, поговорим об этом дуа. Поэтому, когда мы обращаемся к Аллаху, нужно использовать все его имена. И то, что мы будем обращаться к Аллаху через его прекраснейшие имена, то есть искать близости, это будет причиной того, что Аллах примет наши дуа. Поэтому Всевышний в Коране говорит, например, суратуль А'раф, 180 аят, сура ограды. «Валиллахил асмауль хусна», Аллаху принадлежат прекраснейшие имена, «фад'уху биха», поэтому взывайте к нему биха, используя их, то есть используя эти имена. Аллах говорит, у меня прекраснейшие имена, и поэтому взывайте ко мне, используя эти мои, что? Имена. Фад'уху биха, то есть взывайте к нему посредством этих имен. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, и оставьте тех, которые уклоняются истиной, что касается фи асмаихи, которые касаются его имен. То есть оставьте тех, которые уклонились от истины в отношении его имен. То есть, значит, есть те, которые уклонились от истины, которые заблудились, что касается его имен. Да? «Саюджзауна ма кану я'амалун», и они получат то есть им будет воздано за то, что они совершали. То есть за тот грех, который они совершали, они получат свое наказание. Вот этот аят указывает на то, что у Аллаха есть прекраснейшие имена, и Аллах призывает нас, учит нас взывать к Нему, используя эти имена. И у Него имен много. Так ведь? Поэтому каждое имя мы можем использовать. И это лучше. Лучше для нас, чтобы Аллах принял наши дуа. Суратуль Исра, 110 аят. Аллах говорит, «Кулиду Аллаха ауиду Рахман». Скажи людям, взывайте к Аллаху или же взывайте к милостивому. «Айяма тад'у фалахуль асмауль хусна». И кому, как бы вы ни взывали к Нему, Ему принадлежат прекраснейшие имена. То есть мы можем говорить «Я Аллах», и, как в аяте говорится, мы можем сказать «Я Рахман». То есть Аллах – это величайшее имя Аллаха. Ар-Рахман – это также одно из величайших имен Всевышнего Аллаха. Как бы вы к Нему ни взывали, Ему принадлежат прекраснейшие имена. Это суратуль Исра, 110 аят. И вот пример, наверное, наилучший пример в Коране этого вида тавассуль – это суратуль Фатиха.
Суратуль Фатиха. Мы знаем, что это величайшая сура, это самая великая сура Корана, которая вбирает в себя, собрала в себе все содержание Корана, всю глубину Корана. И вот в этой суре мы находим одно из самых величайших дуа, кстати, которое Аллах вменил нам в обязанность, для нас ваджиб, обязательно повторять это сколько раз в день? 17. Сколько у нас ракагатов, фарз намазов? 17? То есть другой дуа, которую мы обязаны делать 17 раз в день. Это ваджиб. Но если мы не путники, да? Если мы путники, то получается те намазы, которые 4, мы можем только 2. Так ведь? Мы должны 2 по ханафитскому мазхабу. Вот. Поэтому 17 раз в день мы повторяем эту дуа. Это ваджиб. В некоторых мазхабах это фарз. Вот. Значит, что за дуа внутри суратуль Фатиха? Где дуа начинается? Ихдина сираталь мустаким. Веди нас, наставь нас на путь истины. Но до того, как обратиться к Аллаху с просьбой о пути истины, чтобы Аллах нас наставил, чтобы Аллах ввел нас по пути истины и не ввел нас в заблуждение, сколько аятов приходят. И вот в этих аятах, эти аяты учат нас правильно обращаться к Аллаху. Имена и атрибуты Аллаха. Даже если начать с бисмилля, да? Бисмилляхи рахмани рахим. То есть именем Аллаха. Аллах, Исмуллахиль А'зам, это самое великое имя Аллаха. Ар-Рахман ар-Рахим, милостивый, всемилостивый можем, потому что Ар-Рахман ар-Рахим, где-то милость касается всех рабов, где-то касается только праведных рабов в судный день. Об этом не будем говорить, да? Времени нет. То есть Ар-Рахман ар-Рахим. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Вся хвала Аллаху Раббил Алямин, который является Господом всех миров, абсолютно. Тех миров, которые мы знаем, тех миров, которые мы не знаем. Мир ангелов, мир джиннов, мир шайтанов, мир животных, мир насекомых, мир растений, мир звезд, галактик. Один хозяин, один Господь. Так ведь? Ар-Рахман ар-Рахим. Милостивый, всемилостивый. Малик яумиддин. Малик. Властелин, царь судного дня, дня воздаяния, если дословно перевести. Ияка набуд. И тебе только мы поклоняемся. Ва ияка настагани, у тебя только и спрашиваем помощи. Вот все это правильный вид обращения к Аллаху. То есть мы перечисляем Его имена, мы восхваляем Его, используя Его имена и атрибуты. Мы говорим, что только Ему мы поклоняемся. Это же присяга, это наша клятва. И только у тебя мы и спрашиваем помощи. И вот мы дошли уже в конце до дуа. Ихдина сираталь мустаким. Веди нас по пути истины. Ну, дальше тоже дуа. По пути ихдина сираталь ладина ан'амта алейхим, то есть по пути тех, которых ты облагодетельствовал. Гайриль магдуби алейхим валаддаллин. И не веди нас по пути тех, на которых гнев твой, и заблудших. Так ведь? Вот это дуа. Это величайшая сура дуа. Да, машаллах. Вот здесь мы видим, сколько раз повторяются его прекраснейшие имена. Его прекраснейшие имена. Поэтому вот сура Фатиха. Это есть наилучший шаблон дуа. Поэтому не надо спешить. Я понимаю, кто-то спешит, кому-то на работу. Но если ты хочешь, если ты заинтересован, чтобы Аллах принял твои дуа, чтобы Аллах дал ответ твоим дуа, да, нужно научиться правильно обращаться к Нему. Это очень важное правило дуа. Нужно правильно обращаться. И вообще по жизни, по
построение даже наших отношений с нашими близкими, с нашими родителями, с нашими супругами, с нашими детьми, братьями. Очень важно вот этот момент, правильно обращаться. Коран учит этому. То есть нужно правильно обращаться не только к Создателю, но даже к таким же рабам, как и мы. Ибрахим, алейхиссалям, который очень хотел исправить своего отца. То есть его отец, мы знаем, он торговал божествами, ложными божествами. И он очень хотел, чтобы его отец оставил ширк и вернулся куда? К единобожию. Поэтому, когда он строил предложение, он строил это правильно. То есть он создал все причины, чтобы отец прислушался к нему. Он же не стал ему говорить: ты там кафир или там растопка для ада. Это был его отец. И для него было очень важно, чтобы отец прислушался к его словам. Поэтому он говорил: я абати. То есть не то, что отец, а как в уменьшительно-ласкательном, то есть как папочка, да? Да, то есть я абати. Не просто вот так, ты там отец, слушай меня, я пророк, да? Нет, о, отец мой, о, папочка. Или, например, Лукман Хаким, который очень хотел дать назидание своему сыну. Он не говорил: эй, сын, там, слушай сюда. Нет, он говорил: я бунайя, о сыночек мой, о сыночек мой. То есть он показал свою любовь к нему. И, конечно, огромная разница результата, да? Как ты обращаешься к сыну, к дочке, да? Келялымда. Ну-ка сядь, я тебе сейчас аят прочитаю. В аду будешь гореть. Нет. О сыночек мой. Ля тушрик билля. Не предавай никого Аллаху сотоварища. Инна ширка ля зульмун азим. Воистину ширк является величайшей несправедливостью. Перед каждым назиданием он повторял, это все в Коране есть. Я бунайя, о сыночек, и дальше назидание. Потом он повторял: о сыночек мой, дальше назидание. Поэтому посланник Аллаха, когда писал письма, не просто к, скажем, кафирам, да, а к предводителям кафиров, да, он же писал там иля азимир Рум, великому правителю Рума, да, он же не стал писать: ты там королишка, кафир, прими ислам и ты спасешься. Нет, он показал свое уважение. От этого зависит результат. Поэтому даже когда жену что-то просишь, да, если правильно, в правильном русле обратиться, да, то есть результат будет намного лучше. Можно просто приказ дать: ты там муж, там, я твой рай, я твой ад. Приготовь мне это, да. Ну, может она, конечно, если очень богобоязненная, да, может она покориться, но если ты скажешь: Матурым, любимая, любовь моя, вот ты так красиво, хорошо готовишь вот это, можешь меня там обрадовать, джазакилля хайр, там, да, конечно, она все по-другому, и качество будет другим, так ведь? Поэтому вот даже что касается в наших отношениях между творениями, между рабами, это есть правило. И, конечно же, мы, обращаясь к Аллаху, мы должны правильно к Нему обращаться. И Аллах научил нас тем именам, посредством которых мы можем обратиться к Нему. И сказал: «Фад'уху биха». Взывайте к Аллаху, используя эти имена. Поэтому даже когда мы просим у Аллаха что-то, мы можем использовать соответствующие ими атрибут Аллаха. Если нам очень нужна милость Аллаха, а кому она не нужна? Мы можем сказать: Я Рахман Рахамни, о милостивый, смилостивайся надо мной. Ай Рахимле, или, например, ниспошли на меня свою милость, ибо ты милостивый. То есть надо правильно обращаться. Мы же не можем, например: о Кахар, я Кахар, о сокрушающий, смилостивайся надо мной. Это неправильно. Поэтому, если ты хочешь милость, то попроси у милостивого. Скажи:
смилостивайся надо мной, ибо ты милостивый. Или, например, тебе нужно прощение Аллаха, вспомни его имя Аль-Гафур, Аль-Гаффар, да? То есть прощающий. Аллахумма гфирли. Ва анта архамар рахимин. Или ва анта аль-Гафурур рахим. Аллахумма архамни ва гфирли. Или как пророк ﷺ нас учил: о Аллах, смилостивайся надо мной. Прости меня, ибо ты милостивый и прощающий. Или, например, тебе нужен ризк Аллаха. Аллахумма рзукни я разак. Или анта хайру разикин. О Аллах, не спошли на меня ризк. Ва анта хайру разикин, ибо ты самый лучший, кто дает ризк. То есть вот нужно правильно использовать эти имена. И если мы посмотрим суры, аяты в Коране, мы видим, что каждое имя, атрибут Всевышнего Аллаха обычно в конце аятов, да? Они все на месте. Когда Всевышний говорит о наказании, он не завершает аят, что он милостивый. Он завершает аят, что он аля кулли шейин кадир, что он над всякой вещью мощен. Или что он аль-кахир, что он сокрушающий. А когда говорит Аллах о своем прощении, он завершает, что Аллах прощающий. Или там, когда Аллах призывает нас, чтобы мы покаялись, он говорит, что он тауаб. Аллах тот, который принимает наши покаяния. Поэтому вот в Коране все эти аяты завершаются, ну вот те аяты, в которых мы находим имена и атрибуты, они вот каждое имя, каждый атрибут, он на месте. Во всем мудрость Аллаха, машалла. Во всем мудрость Аллаха. Поэтому, если вы помните, был такая тема, вот как раз мы разбирали зикр, поминание Аллаха в аятах, да? Там мы с вами приводили случай, где говорится, аят, где говорится про воровки и вору, отрубайте руки, да? Вот помните, этот аят был у нас. И когда один из хафизов Корана читал, он перепутал в конце, не те атрибуты он привел. То есть он наизусть читал, но он перепутал. И тут сидел просто бедуин, который не знал этих аятов. И он встал и сказал, так не может быть. То есть, когда он читал про то, что... вот сейчас могу запутаться, аят там «Ас-сарикату вас-сарикату уктагу айдияхума джазаам бима касаба», то есть воровки, женщины, вору, отсекайте руки за то, что они сделали. И идет уже дальше про мудрость Аллаха, про силу, мощь Аллаха, а он про прощение написал. Он прочитал. И на этого бедуина посмотрели и говорят, ты что, говорит, хафиз решил тут исправить? А так не может быть. Аллах не может говорить про свое наказание, а потом говорит, а я милостивый. Нет, Аллах сокрушающий, Аллах мудрый, Аллах справедливый. А где-то Аллах говорит, что Он милостивый. Поэтому вот и в Коране каждое имя, атрибут на своем месте. Потому что это же Коран, который был ниспослан от Всевышнего, он совершенен, так ведь? Поэтому вот здесь то же самое мы должны с вами, то есть это очень важное правило, дорогие братья, нужно научиться правильно обращаться к Аллаху. И вы должны понять важность обращения. Вот даже когда вы уделяете некоторое время, ну, например, у вас тут сейчас 5 минут или 3 минуты, да, на дуа. Вы хотите сейчас дуа сделать, да? И вот сколько процент в содержании дуа у вас займет само обращение, сколько процент у вас займет сама просьба, да? Конечно, многие быстрее и быстрее переходят к просьбе. Надо быстрее попросить, скоро вот хамят будет, например, да? Или сухур прекратится, надо вот быстрее. А вот иногда, дорогие братья, лучше оставить времени меньше на просьбу и уделить большее время на правильное обращение. И результат будет больше. Потому что иногда важнее само твое правильное обращение, чем твоя просьба.
важнее. Поэтому иногда можно 70% правильно обратиться к Аллаху, а потом несколькими словами сказать свою просьбу, и Аллах примет твою дуа. Только за то, что ты правильно обратился к Нему. Поэтому это очень важно. И можно привести огромное количество из сунны, из сиры пророка саллаллаху алейхи ва саллям случаев, когда, например, не только сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям учил вот так обращайтесь к Аллаху. Да? Много мы знаем дуа, зикров, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям повторял, возвращался каждый раз к тем или иным именам и атрибутам Аллаха. А есть, например, даже некоторые формы дуа, обращения к Аллаху, которые использовали сподвижники. Например, какой-то бедуин, какой-то другой сподвижник, он обращался к Аллаху, и эти слова услышал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Иногда он восхищался этими словами и давал оценку этим словам. Вот, например, просто как пример, да, я немножко даже, все, уже из книги мы вышли, надо дальше идти. Но мы, наверное, не все успеем, поэтому. Вот, например, Бурайда, радиаллаху анху, передает, что как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал одного мужчину, который обращался к Аллаху следующими словами: «Аллахумма инни ас'алюк». «О Аллах, воистину я прошу тебя». Почему я прошу тебя? «Анни ашхаду аннака анталлах». Потому что я свидетельствую. Я прошу тебя тем, что я свидетельствую, что ты Аллах. То есть, а кому мне еще просить? О Аллах, я прошу тебя, потому что ты Аллах. А кому еще просить? Кого? Ты Аллах. Ты тот, к которому все обращаются. И ты единственный достойный поклонения. То есть, «Анни ашхаду аннака анталлах». Я прошу тебя тем, что я свидетельствую, что ты Аллах. «Ла иляха илля ант». И нет истинного божества, кроме тебя. «Аль-Ахад», то есть ты единственный. «Ас-Самад», вечный, ни в ком не нуждаешься, все нуждаются в тебе. «Аллади лам ялид ва лам юлад», который не родил и не был рожден. «Ва лам якун лаху куфуан ахад». Дальше идет сура Ихлас, да? «И не был ему равным ни один». И когда этот человек произнес вот эти слова, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: ты обратился к Аллаху величайшими его именами, и Аллах непременно тебе ответит. То есть даже не важно, о чем он там просил, но он обратился правильно. Он правильно обратился к Аллаху. И все, после этих слов, что бы он ни попросил, Аллах примет это. Поэтому очень важно правильно обращаться к Аллаху. И не надо пренебрегать вот этой частью дуа. Не спешите. Не спешите. Все останавливайтесь. Вот это я по себе иногда вижу. Вот надо быстрее что-то попросить, успеть, да? Нет. Еще раз нет. Не спеши. Обратись к Аллаху правильно. Восхвали Его. Ну, есть еще будет у нас тема восхваления, салават. Это другое даже, да? Поэтому очень важно, еще раз говорю, правильно обращаться к Аллаху во время дуа, и от этого зависит результат. И вот даже, сейчас только вспомнил, хадису шафаа, хадис о заступничестве, большом заступничестве, да, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям встанет под троном Всевышнего Аллаха, он сделает суджуд, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что вот когда он сделает суджуд Аллаху, Аллах научит его тем словам, восхваление Всевышнего Аллаха, прославление, которым никого Аллах до этого не учил. То есть он восхвалит Аллаха, обратится к Аллаху с теми словами, до которого, то есть никто еще с такими словами Аллаха не восхвалял. То есть Аллах научит его таким словам. И когда он эти слова скажет, как Аллах ответит ему? Он же еще не просил. Аллах скажет: «Я Мухаммад, ирфа раса». О, Мухаммад, подними своего. То есть поднимись. Он же суджуд делает, да? Поднимись. Саль ту'та. Проси. Проси, и будет дано тебе. Заступайся за кого хочешь, и твое заступничество будет принято. То есть вот этот ответ пришел когда? Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, восхвалил Аллаха теми словами, которым
никто еще до него не восхвалял. То есть это очень важный момент, вот правильное обращение. Правильное обращение. Второй вид, второй пример. Ат-тавассуль иля Аллахи та'аля биль а'мали салиха. То есть мы ищем пути приближения к Аллаху через наши благодеяния. То есть если мусульманин что-либо совершает ради Аллаха, то во время обращения к Нему он может вспомнить эти слова. И после вспоминания этих слов он может попросить у Аллаха свою просьбу, свой вопрос, задать свой вопрос. Да? Как, например, его иман. Что может быть лучше имана? То, что он принял ислам, то, что он уверовал в Аллаха. Он может это сказать. О Аллах, я уверовал в Тебя, поэтому прости меня. О Аллах, я совершил этот намаз. А что может быть выше намаза? Ради Тебя, поэтому помоги мне. Или и так далее, и так далее. И вот на это указывает книга Всевышнего Аллаха. И здесь мы можем повторять все наши благодеяния. То, что мы следуем сунне Его пророка, мы уверовали в Его пророка, мы следуем сунне пророка, мы что-то оставили ради Него. Об этом сейчас поговорим. Да? И вот первый аят, как доказательство этому примеру. Аль-Имран, 16 аят. Всевышний говорит: «Аллазина якулун», те, которые говорят «Раббана». Вот здесь идет шаблон правильный. Дуа. «Раббана», о наш Господь. Первый вид, да? Посредством Его имен. «Раббана», о наш Господь. «Иннана аманна», воистину мы уверовали. Без иманки мы уверовали. Мы мусульмане, мы верующие. «Фагфир лана», поэтому прости нас. Мы же уверовали в Тебя, Ты прости нас. «Зунубана», все наши грехи. «Вакина азабан нар», и спаси нас от адского пламени. То есть мы уверовали, мы вспомнили наше самое великое благодеяние, это вера в Аллаха. Поэтому мы говорим: так прости нам наши грехи и спаси нас от адского пламени. Это первый пример. Второй пример. Аль-Имран, 193 аят. «Раббана иннана сами'на мунадиян юнади лил иман». О наш Господь, воистину мы услышали призыв мунадиян, то есть глашатая, то есть призыв пророка Мухаммада, который призывал к иману и говорил: «Ан амину би раббикум», то есть уверуйте вашего Господа. Мы услышали эти слова: «О Аллах, фааманна», и мы уверовали. Это наше самое великое дело, то, что мы уверовали в Аллаха. И дальше идет: «Раббана», о наш Господь, фагфир лана зунубана, прости нам наши грехи. Прости нам наши грехи. «Вакаффир анна сайяатина», и очисти нас от наших скверных дел. «Ватаваффана ма'аль абрар», и упокой нас, дай нам умереть ма'аль абрар, с благочестивыми, то есть в числе благочестивых людей. Вот начало аята. Наши благодеяния перечисляем, да? То, что мы уверовали, то, что мы услышали, приняли слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И дальше идет просьба: так прости нам наши грехи, очисти нас от скверных дел и упокой нас с благочестивыми. Сурат Аль-Имран, 193. И есть другие аяты. Есть другие аяты, да? И вот хочу привести, иншаллах, постараюсь успеть, замечательный хадис, который указывает вот именно этот вид тавассуля. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима от Абдулла ибн Умара, радийаллаху анхума, пусть Аллах будет доволен ими обоими, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал историю, которая произошла еще давно в числе народов сынов Израилевых, да, когда три путника, которые решили провести ночь, спрятаться от дождя внутри пещеры, да, когда они спрятались там, то камень упал с гор и закрыл проход, закрыл выход с пещеры. Ну, все они посмотрели, его камень невозможно двинуть, никому не позвонишь, ничего, все заблокировано, да.
ничего не работает, кроме одной связи, конечно, Всевышний Аллах. И кто-то из них сказал, они начали друг другу говорить, вот давайте вспомним, каждый пусть вспомнит то дело в жизни, которую он сделал вот ради Аллаха. То есть пусть каждый вспомнит какое-то самое искреннее дело, которое он сделал, ну вот только ради Аллаха. И они начали сидеть, им некуда спешить, да, они начали думать, да, хотя, казалось бы, каждый день мы намаз читаем, вот что-то надо такое вспомнить, вот когда ты сделал это только ради Аллаха. И вот первый сказал, их было трое, да, первый сказал, он говорит, о Аллах, то есть он обратился к Аллаху, о Аллах, у меня были родители. Здесь идет в хадисе двойственное число, то есть оба родителя, шейхани кабирани, они были пожилыми. То есть это были уже старые, отец и мать. И также у меня была жена, и у меня были маленькие дети. У меня были маленькие дети, ара алейхим, то есть я опекал над ними. То есть он отвечал за них, то есть он должен был их кормить, одевать, да, защищать. И каждый раз, когда я вечером приходил после работы, я доил животное. Неважно, корова, верблюд, да. И каждый раз, когда я получал от животного молоко, сначала я давал молоко моим родителям, а потом то, что оставалось, я давал жене и детям. У нас все наоборот. Вот видите, как жизнь перевернулась. Если от жены что-нибудь останется, я люблю жену. Вы не думайте, я тут какой-то деспот, да? Мы должны любить жен, мы должны любить детей. Да, но у нас сегодня, дорогие братья, даже у мусульман такое положение. Мы даем нашим родителям иногда то, что останется после жены и детей. К сожалению, у нас жена и дети, они идут впереди родителей. Особенно у мужчин такого не должно быть никогда. Как твои дети могут быть важнее для тебя, чем твоя мать, которая тебя носила в чреве? Да? Это очень важный момент. Вот посмотрите, человек вспомнил свое благодеяние. Да? Я, говорит, каждый раз, когда доил животное, я молоко приносил моим родителям пожилым. И после родителей давал детям. И как-то раз тут говорится про дерево, да, когда я искал дерево, деревья, может быть, дрова, сейчас неважно, да, я опоздал. Я пришел позднее обычного, надоил животное, взял молоко, принес родителям, а родители уже спали. Все, он опоздал. О Аллах! Я побоялся разбудить их, и до утра стоял рядом с ними и слышал крик от голода, плач моих детей. То есть мои дети плакали от голода. Но я ждал, пока не проснулись мои родители, и пока я не дал им молока, я детям не давал, то есть не стал давать. То есть, и он говорит, о Аллах, если я это сделал ради тебя, то открой выход и покажи нам свет, покажи нам небо. И все они увидели, как Аллах сдвинул с места камень. И свет с небес, он проник, альхамдулилля, в пещеру. То есть Аллах принял его дуа. Это был первый. Второй. Он сказал, о Аллах, воистину у меня был дядя Аммун, то есть со стороны отца, и у него была очень красивая дочка. И я влюбился в нее так, как мужчины могут любить женщин на этой земле. То есть у него была просто, безмерная, безбашенная любовь была. И я очень хотел ее овладеть. Я сколько раз не пытался, она меня отвергала. Но как-то раз пришел голод. И она тоже голодала, ее семья голодала. И она потребовала за себя 120 динаров. 120 динаров. Где-то говорится, что я пришел к ней и взял с собой 100 динаров. И он говорит, то есть 100, не 120, дорогие братья. И я, говорю,
очень много трудился и очень много уставал, чтобы собрать эти 100 динаров. Это 100 золотых монет, это очень большие деньги. Но он хотел овладеть ею. Я принес эти 100 динаров ей. И когда я оказался, в хадисе я дословно перевожу, да, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, я тоже буду говорить, зачем я должен стесняться того, что пророк не стеснялся, да. И когда я оказался между ее ногами, все, она уже давно должна была стать моей. Все, он получил ее, да. Я когда оказался между ее ногами, она сказала: «Я Абдуллах». Вот это женщины они такие, да. Она говорит: «О раб Аллаха, иттакилля, побойся Аллаха, валя тафтахаль хатима илля бихакках». И не открывай печать, запечатанные, кроме как по праву. То есть я же не твоя жена, ты не имеешь права меня брать, так ведь? И я покинул, я оставил ее. Я оставил ее. И он говорит: «О Аллах, если ты знал, что я это сделал ради тебя, то спаси нас от этого камня». И они увидели, как Аллах сдвинул этот камень. Вопрос: в чем было благо второго человека? Что он такого сделал благого? Он оставил грех. Он оставил грех. Иногда, дорогие братья, оставить грех намного сложнее, чем совершить какое-то благое дело. Вот многие люди, чтобы не оставлять грех, они готовы сделать так много добрых дел. Да? Вот иногда говоришь: оставь спиртное, оставь, не продавай спиртное. Он готов мечеть построить, он готов туда дать, этому помочь. Он говорит: ты знаешь, сколько я садака даю, да? Нет, ты сегодня совершаешь греховное. И вот у нас бабайлар говорили: «Мең сум садака бергенше, бір сум харам малдан саклан». То есть лучше оставь 1 рубль харамных денег, чем отдать 1000 рублей садака. То есть вот второй момент указывает на важность оставления греха. То есть все, она была под ним. Все было уже готово, да? Одно слово: не трогай то, что тебе не по праву. И он испугался. Он побоялся Аллаха. И Аллах, альхамдулилля, принял это его благодеяние. И третий сказал: «О Аллах, я нанял работника себе. И когда он сделал все, он не стал брать у меня зарплату и ушел. И то, что было приготовлено для него, он пустил это, скажем, в оборот, да? То есть это была корова, она принесла потомство, образовалось целое стадо, где-то в хадисе говорится, это были коровы, овцы, уже верблюды, то есть прошло серьезное время, какое-то время, и он вернулся, тот человек, и сказал: побойся Аллаха, верни мне мое право, не ущемляй мне мое право. А он же знает, тогда-то право-то было маленьким, а сейчас оно уже стало большое, тут целое стадо животных, да? И он посмотрел на это стадо и говорит: забирай, все твое. И он говорит: ты, говорит, почему насмехаешься надо мной? Он говорит: не издевайся надо мной, я же столько не сделал. Он сказал: вот это все твое. Потому что тогда, конечно, стадо было маленькое, да, это его было право, но он же не взял, а сейчас оно уже все принесло потомство, их было больше намного. И он сказал: забирай все. И он, говорит, забрал все и ушел. О Аллах, если я это сделал только ради тебя, ради твоего довольства, то открой нам выход. И Аллах уже открыл для них выход и избавил их, спас их. Вот поэтому, дорогие братья, это вот пример еще одного вида тавассуля, когда когда обращаешься к Аллаху, да, со своим дуа, ты можешь вспомнить вот эти твои дела. Вот недавно тебе пришел, ты там, может быть, там коммерцией занимаешься, да, бизнесом, у тебя талант, ты можешь зарабатывать деньги, вот тебе сейчас тяжело, кризис, да, пришел человек и говорит: у меня есть выгодное предложение. Какое? Вот такое. Да, калькулятор показывает, цифры хорошие, но здесь нет довольства Аллаха.
Здесь гнев Аллаха, это запретный. И ты боишься Аллаха и говоришь, нет, нет, я не буду в это лезть. То есть это благодеяние, нет? Конечно. И если ты это сделал ради Аллаха, вот когда делаешь дуа, можешь это вспомнить. Вспомни это. Вспомни, когда ты лишил себя сна, во время поста, вот скоро, иншаллах, пост у нас, да, Рамадан, вот ты сколько-то часов оставил еду, питье, все оставил, жену свою халяльную оставил, да? Ради кого? А? Ради него. Так вот перед ифтаром скажи ему это. О, Аллах, скажи, я постился только ради тебя. Я оставил еду, питье, жену свою халяльную только ради тебя. И если я сделал это ради тебя, так прости мне мои грехи. И просите, просите. Вот нужно научиться использовать этот метод в достижении своей цели. Это прекрасный метод, вот к которому призывает нас книга Аллаха и сунна его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ну, мы не успели, у нас еще есть примеры, да? Иншаллах, уже на следующей неделе. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.